Ну и вот так, ребят, как говорится, почувствуй себя знаменитым. Вчера, 8 марта в 14:41 столица С опубликовала сенсационную статью. Ну, как они считают, тут такой просто текст. э, о том, что я у них там что-то ворую. Давайте вкратце ознакомимся с этим всем, да. В реальности его звать Роман. Ему 31 год, женат и безграмотен. К тому же не только вор, но и потерпевший, которого... Вот при чем здесь потерпевший? Какое это вообще отношение имеет к этому делу, непонятно. Которого усиленно крышуют отдельные рузаевские силовички. Это вот они так пишут, это не я придумал. А сил у них немерено в пределах района. И потому Роман Феликс чувствует свою безнаказанность. Опять вот, ну зачем вот эти Роман Феликс? Ну просто написали двойные какие-то имена, Тодор там или Феликс. Ну все и так знают, как меня зовут и о ком речь. Примерно как другой активист социальных семей, известный семей почему-то, а не сетей, известный широкой общественности под кличкой Хренащенко. Это они, видимо, так неуважительно обращаются к Евгению Геращенко с доски позора. Причем здесь он тоже непонятно. Вот эта паскудная пена обязательно смоется весенним дождем. Видите, какие эпитеты. И прогнившие правоохранители окажутся в Рузаевской канализации. Спасибо, было очень интересно. Но даже эти хитро выстраданные граждане в погонах не успели помочь Тодору. Тут зачем-то опять описывается тот летний инцидент, когда на меня напали. Непонятно, какое отношение к этой статье это имеет. Он просто уже не знает, к чему прицепиться, начинает вот просто скидывать Геращенко, Шигаёвы всякие, все вот в одну кучу. Не знает, до чего докопаться. После пережитого Романа решил остепениться. Женился на красивой и чудной женщине по имени Ольга, но, судя по всему, юрист Тодор остался прохладен к закону и продолжает воровать то, что является интеллектуальной собственностью. В смысле, вот продолжаю воровать. Как будто у меня смысл жизни состоит в том, чтобы у них что-то своровать. Ну вы представьте доказательства, что я у вас что-то там когда-то воровал. Просто вот, я не знаю, пишут слова на ветер. То, что является интеллектуальной собственностью, надежды на рузаевских полицейских у редакции нет. Какие там у них надежды должны быть на рузаевских полицейских, и причем здесь они, опять же, тоже непонятно. Что намерен сделать столица С? Первое. Это добиться удаления украденного у столицы С контента, блин. Звучит как лозунг какой-то или тост. Собственно говоря, они ко мне сами не обращались, никто мне не писал из их редакторов, хотя они меня знают, журналисты их. Что-то там удалить, что я что-то там принадлежащее им опубликовал, это они мне об этом не заявляли и не сообщали. Второе. Редакция не станет уподобляться Шигаеву, бла-бла-бла, и обратиться в суд с требованием компенсации материального и морального ущерба. Уверен, что во время процесса Тодор будет иметь бледный вид и кусать коготки любимой. Третье. Редакция намерена назвать именно тех, кто крышует Романа Феликса, чтобы у пользователей социальных сетей не осталось иллюзий относительно независимости пабликов Тодора. Ну, взяли бы и сразу назвали. К чему вот эти вот газетные утки, бездоказательственные? Ну, я вам скажу, к чему. Просто, чтобы держать над читателями интригу, чтобы все сидели, читали эти вот странные статьи и ждали каких-то там новых выпусков, да, чтобы им было интересно. Ну, посмотрим, что они там смогут назвать. Я в этом очень сомневаюсь и вообще с трудом понимаю, о чем они и что они имеют в виду вообще. Ну, фактически они там обвиняют, наверное, МВД РМ там
Рузаевскую полицию в каких-то коррупционных связях, что ли, со мной, или о чем он вообще, я не знаю, под какими веществами это все писалось. Вот, и так, по поводу суда, да, они будут что-то с меня там взыскивать. Интересно, каким образом они определят степень ущерба, как они это докажут, тоже пока остается загадкой. Ну, может, что-то и докажут, я не знаю. Чтобы что-то взыскать, надо доказать, что именно тебе был такой-то ущерб, конкретная сумма там нанесен. То есть, ну, я не знаю, какой ущерб я этим мог нанести. То есть, например, я выложил какую-то новость и на ней заработал, да. Вот их главное доказательство, я там что-то на этом заработал. Но мне за новости никто ничего не платит. Все подписчики, абсолютно все знают, что новости выкладываются бесплатно. Любой может скинуть в предложку свои посты, и там все это в порядке очереди будет опубликовано. То есть с подписчиков никакие за это деньги не берутся. Вот. И рузаевские полицейские здесь непонятно тоже при чем. Вот тут они предоставляют скриншот, якобы вот под ним мое имя, ворую ничего не будет, это скриншот по делу Юняткиной, сама фотография, вот, и якобы это все, наверное, я себе присвоил, какие-то их материалы, вот, и тут в итоге на самом-то деле сам пост, он выглядит вот так вот, то есть он вот такой вот объемный. Вот. Они просто какой-то обрезок сделали, типа вот он у нас что-то украл. Хотя пост очень объемный. Здесь у меня вот своя вырезка опубликована, мое личное мнение, и в конце написано, но это было лично мое оценочное суждение, а далее статья со столицы С, то есть у меня абсолютно все указано, что это материалы не мои, это все принадлежит столице С, я это указал, сделал на них ссылку и отсылку, вот, и в чем претензии тоже не совсем понятно. Вот. То есть, ну, я не знаю, это, наверное, слова на ветер. Далее, с их стороны я имею в виду, далее они вот выкатывают вот такой скриншот с похорон, так, полковника Исайкина. Это человек, который погиб вот не так давно на Донбассе, наш военный. И тоже они это все представляют, якобы это я у них что-то украл. При этом они замазали, то есть вот видите, да, название паблика, место, извиняюсь, время, дату, когда это было опубликовано. Они как бы выдают то, что это был я, при этом они это все замазали. И нет доказательств, то, что это был я или мои группы. То есть они даже не могут внятные доказательства привести и для своих же подписчиков предоставить. Откуда это? Ну, откуда угодно, может быть, мои группы не единственные ни в Саранске, ни в Мордовии. И к тому же, вот по этим вот нижним значкам, этот вот недорезанный скриншот, по нему видно, что это скриншот с Инстаграма. А как все знают, ну или многие знают, у меня в Инстаграме ничего нет. У меня группы находятся ВКонтакте. Да, «Подслушан Саранск», «Рузаевка», «Саранск онлайн» и некоторые другие паблики. Вот. В Инсте у меня ничего нету. Они мне вменяют абсолютно какую-то запись с левой группы. Вот. Да, у меня была действительно эта запись, и она выглядела... Сейчас я вам покажу. Секундочку. И она выглядела вот так вот. То есть тут новость о том, что погиб наш мордовский военный на Донбассе. Никаких фотографий, которые они там показывают на своем сайте, здесь нету. Здесь совсем другая фотография этого человека. Вот. И
совсем непонятно, зачем они мне вменяют это. Там совершенно другая фотография, совершенно другой пост с выражением соболезнованием родным и близким. Вот, и поэтому я не знаю, зачем это все они опубликовали. И еще был третий здесь скриншот, но они его, видимо, потом вечером удалили. Я думаю, кто один из первых читал их статью на сайте, видели этот самый скриншот. Этот скриншот был вот этой записи с подслушано Рузаевка и вот этой фотографии. То есть они тоже утверждали, что якобы я эти материалы взял у них. Но только погодите, здесь присутствует мой авторский текст, я недоволен дорогами и все такое. И там была вот эта фотография конкретно присоединена тоже. Но эта фотография отнюдь не имеет никакого отношения к самой столице С. Эта фотография была в группе администрации Рузаевского района. Вот она, вот эта фотография, да. И я не знаю, почему столица С ее себе присвоила. Причем даже с группы администрации района я ее не брал. Ее кидал в комментарии вроде Радик Гурин или кто-то из других подписчиков. Я точно не помню. Собственно, она была позаимствована из общедоступного места, из моей же группы, подписчики все это кидали в комментарии для обсуждения. Я уже не помню, по какому вопросу. Но даже с этим учетом мы видим, что эта не группа, извиняюсь, а эта фотография к столице С вообще никакого внимания, не внимания, опять же, извиняюсь, а отношения не имеет. Эта фотография опубликована с новостью о мотокроссе в администрации Рузаевского района 26 февраля в 16:02. Вот. И они разместили скриншот вот этой вот записи, а потом его удалили почему-то. Ну, видимо, опомнились, что они дичь сморозили. Но странно, почему они по остальным новостям все это оставили и не опомнились. Вот. И хочется опять же узнать, при чем здесь какие-то рузаевские силовики. Тоже не совсем понятно. Это просто вот, знаете, клевета публично в мой адрес, в адрес МВД РМ, там, это с их стороны просто подрыв, там, честь и достоинство, я не знаю, работников МВД, потому что они бездоказательственно просто что-то пишут, что-то, может, под какими-то веществами, я не знаю, придумывают и начинают вот голословные обвинения свои публиковать, и это все тысячи людей читают. И, собственно говоря, почему он так пишет, можно попытаться немного предположить. Если вспомните, не так давно была запись, что Холопов писал заявление на меня, на подслушан Саранск. То, что здесь там что-то публикуется, обсуждается, оно подрывает эти все обсуждения. Честь, достоинство столицы С, какая-то клевета в их адрес постоянно звучит. Вот. И была опубликована такая запись, что вскоре Холопову придет отписка о том, что отказная была возбуждение уголовного дела, и вот он поймет, что зря потратил время на все это и мог бы заняться чем-то более продуктивным, но он, видимо, не понял. Обида продолжала прогрессировать. А в связи с чем эта запись была? Вот они публиковали вот такой вот записи, я думаю, все помнят. Женщина с Рузаевского роддома, я дышу, а главное живу. Ну, то есть статья о счастливом спасении этой женщины. И, собственно говоря, была у меня в группе запись о том, что они публикуют фейковую информацию, недостоверную, потому что эта женщина на самом деле, к сожалению, погибла от ковидных осложнений. Но они опубликовали запись о ее чудесном спасении. Собственно говоря, люди возмущались в комментариях по этому поводу, но им на это все было пофигу, они это не убирали. Причем они вообще даже поставили, вот видите этот значок, они поставили эту запись в закреп, чтобы у людей складывалось совсем другое, так сказать, мнение на этот счет. И, соответственно,
когда вышло это небольшое разоблачение, он написал заявление о том, что мы публикуем недостоверную информацию в их адрес и клевету. Естественно, ко мне приезжал полицейский, мы встречались с ним на коммунистической, ой, извиняюсь, не на коммунистической, а на Батевградской возле банка «Русский стандарт». Это был участковый с Ленинского отдела. Это был никакой не рузаевский полицейский. Холопов, наверное, считал, что это дело отправили из приемной БМ Шенькина в Рузаевку, но на самом деле с этим разбирались саранские полицейские. Я не помню, как называется отдел полиции, этот номер его по Ленинскому району. И приходил участковый, я ему давал объяснение, я ему предоставил все доказательства, собственно говоря, вот эти, о которых здесь написано. То, что столица С опубликовала сама фейковую информацию и потом сидит, обвиняет в этом меня. Вот. Естественно, в полиции все эти доказательства учли, проверили информацию и вынесли вполне законно ему отказ в возбуждении уголовного дела, потому что не было оснований. Я не знаю, вот за фейковую информацию это на них, на самих надо было подавать в суд там или куда-то по данному факту. Я не знаю, Роскомнадзор куда смотрит. Ну и когда к нему приходит отказ, их там забомбило в столичке, они начинают вот это вот все придумывать. Вот эти вот странные статьи. Вот. Я не знаю, возможно, вы уже читали. Можете перечитать отдельно, найти у них на сайте, если вам это интересно. И, собственно говоря, он приплел сюда еще каких-то рузаевских полицейских. Хотя по факту этим занимался отдел полиции Ленинского района. Рузаевские полицейские вообще, к делу никак не касались. Вот. То есть, опять же, это все вранье и клевета. И в мой адрес, и в адрес правоохранительных органов. Причем это не просто частное какое-то обвинение, это публично все. Это вот они у себя на сайте публикуют, у себя в группах, где это все тысячи людей читают. И, собственно говоря, о чем можно с ними говорить далее, если у них просто в их статье столько неурядиц. А теперь можно перейти, например, на их сайт, поиск по сайту, который они сами же любезно предоставляют. И, например, я ввел название своей группы «Подслушано Рузаевка». Мне выкатило сразу тут ряд статей, да. И давайте вот перейдем просто ради интереса по первой попавшейся. Вот. Жители Мордовии возмущены мойкой асфальта и пожарной машиной. Так. И отсылка идет на «Подслушано Рузаевка». Вот эта фотография, я помню эту новость, да, она была у нас. То есть он ее сам берет, размещает у себя в газете, на сайтах. Он не спрашивал у меня разрешения. То есть эти лицемеры, они просто сами занимаются воровством контента. Ну, если с их же слов это все делать какие-то выводы. Предположим, что я вор, я у них что-то своровал. Но посмотрите, фактически они делали то же самое. Они просто берут контент с моего паблика и на его основе что-то начинают публиковать, присоединяя фотографии с моих групп. Они точно так же, как и я, пометили, что это материал из «Подслушано Рузаевка». Но мне не жалко абсолютно то, что они это позаимствовали когда-то. И как бы я им претензий никаких не выкатывал. Как бы так общепринято, что многие материалы что-то где-то заимствуются, делаются отсылки на оригинальные источники. То есть как бы все нормально, все законно. Но когда они так делают, они считают, что им можно, значит, с их же слов воровать контент у других. Вот, например, вторая запись. Я 4 года кидаю рабочих, а вы только сейчас опомнились. Это вот знаете, кто сидит у меня в группах, прекрасно знает, что это конкретная цитата от Александра Матинова и пост с доски позора Рузаевки.
Это все вот оттуда было, они просто тоже позаимствовали часть материалов, пометили, что это с подслушано Рузаевка, там еще откуда-то, и сделали свою статью. Но я не предъявлял им за это никаких обвинений. Далее, в Мордовии замдиректора завода Сармич объявляет войну интернет-клеветникам. Тоже часть статьи позаимствована так, с подслушано Рузаевка. Вот они прямо об этом пишут. Вот. То есть, ну, позаимствовали, и ладно. Но вся проблема в том, что они считают, что им, значит, красть можно материалы. А когда другой человек что-то позаимствовал, это нельзя. Но так как прицепиться особо не к чему, я говорю, они просто прикладывают какие-то полулиповые доказательства, которых даже у меня и не было новостей в группах, которые просто вырваны из контекста, они это все представляют, как будто я у них это все украл и себе присвоил, хотя вы сами видали, там вот какая она статья, она просто огромная, да, и после моих личных каких-то оценочных суждений написано, что это все вот, со столицы С. У меня есть к ним прямая отсылка. Вот. Далее, например, едем в Мордовию, в Тхам отомстили использованными прокладками. Вот это вот, знаете, тоже подслушано Рузаевка. Фотографии, вон они там какие-то размещают. Это конкретно новость с подслушано Рузаевки была, да. И фотографии они также взяли. Вот понимаете, насколько нужно быть лицемерным человеком. Вот. Он считает, ему обидно, что у них что-то взяли, при этом не может достаточных доказательств этому приложить, хотя сам прям вот они воруют с моих групп материалы, фотографии какие-то. Я тоже помню этот пост, всем было очень весело и все смеялись. Вот. Пометка также. То есть материалы взяты с подслушано Рузаевка. Вот. Жительница Мордовии торговала подругой на сайте Юла. Вот это потом сайт это все удалили, в группе осталась новость со скриншотами. Я не знаю, типа, наверное, ну, незаконно, естественно, торговать. Но это просто, так сказать, запись ради рофла, да, и объявление такое же шуточное было. Но, тем не менее, с Юлы-то это все удалили и с Авито. Но осталась запись подслушана и как бы вот тоже. Вот. Подслушано Рузаевка. Они берут за основу мои же записи с моих ресурсов и выдают их как бы у себя на сайте. Также с отсылкой, что они как бы позаимствовали эту новость. Но им, значит, можно заимствовать, а они считают, что другим у них заимствовать нельзя. Это называется лицемерие. И это вот, понимаете, это просто, что я сходу нашел, сходу ввел. Понятное дело, что не возле всех постов, не возле каждой записи имеются такие пометочки, да, о том, что они что-то где-то взяли, позаимствовали. Вот. Но оно имеет место быть. Это просто, что я сходу смог найти. И сразу оно нашлось и предоставлены доказательства. У них прямые отсылки на мои группы. Вот. Я считаю, что это некрасиво, когда ты сам что-то берешь у других, при этом считаешь это нормой, а других обвиняешь в воровстве. Да еще в какие-то пытаешься коррупционные схемы их вовлечь, в связях с силовиками, то, что они что-то там крышуют. Просто голословное обвинение. Это со стороны столицы С. Вот, например, просто ради интереса ввожу Дмитрий Осипов, все знают Димана Осяпыча, да, тоже выдает в поиске ряд новостей, там, возможно, много совпадений. И находится вот такая вот запись, я думаю, тоже некоторые читали ее. Ой, тут они что-то пишут о нем, да, и публикуют его стихотворение какое-то, его творчество, естественно, без какого-либо наверняка его согласия. То есть Холопов так печется об авторских правах, но сам их постоянно нарушает.
В общем, ребят, такие вот странные дела тут у нас творятся со столицей С. Спасибо всем, кто прочитал, кто досмотрел до конца это видео. Не забывайте подписываться на наши паблики во ВКонтакте и также канал на Ютубе. Секунду. Сейчас покажу. Вот. Присоединяйтесь, там видео, как правило, выходит чуть чаще и немного раньше, чем в ВК-группах, поэтому присоединяйтесь к нашему YouTube-каналу тоже. Все, всем спасибо и до свидания.